Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Символ смелости и стремления к справедливости. Мы вспоминаем наших коллег, которые остались верны своему долгу, своему слову. В Грозном почтили память журналистов, погибших при исполнении. Дополнительные рабочие места. Нехватка кадров постоянная, так что если кто-то ищет рабочее место, обращайтесь. Сколько свободных вакансий в строящемся районе Путина, какие зарплаты предлагают, узнавал Рамзан Абуев. Наследие народа. Этот проект был организован при содействии Департамента по взаимодействию с религиозными общественными организациями. Чеченское региональное отделение Русского географического общества реализовало проект в рамках конкурса грантов для некоммерческих организаций. В ходе рабочей поездки в Москву глава региона встретился с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Стороны предметно обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции, а также обстановку внутри субъекта. Руководитель Федеральной службы безопасности высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике. В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров отметил, что совместная работа позволяет эффективно противодействовать террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику иных форм преступления. Александр Бортников обещал, как и всегда, оказывать всю необходимую помощь и поддержку в решении сложных задач. Сегодня ночью над казарменным корпусом специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона. По словам Рамзана Кадырова, легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенном от подобных атак помещении. Серьезно при этом никто не пострадал, значительного ущерба зданию нет. Небольшой пожар потушили быстро. Политик особо подчеркнул, что данный выпад укронатовца не останется без могучих ответных мер. По вчерашней ситуации, по прилету БПЛА спецполк имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова была ликвидирована нашими бойцами. И она у нас повредила крышу незначительно, кровлю здания. Патрулирующие наши бойцы были легкими ранения доставлены в больницу. Они сейчас себя чувствуют здравие. А в целом, как и говорил наш генерал-полковник Рамзан Ахматович, за наших раненых 4 человека мы этих 400 нацистов будем уничтожать. Каждым прилетом этих БПЛА, наоборот, у наших бойцов дух поднимается и намного приумножается наши ряды добровольцами, тысячами. И любой приказ мы готовы исполнить и выдвинуться в любую точку земли. Чего боятся эти нацисты? Для нас это шахада. Победа будет за нами. Ахмат сила, Аллаху Акбар. Сегодня страна отмечает один из важных праздников – День Конституции. Рамзан Кадыров по случаю 31-й годовщины поздравил жителей в своем телеграм-канале и отметил, что основной закон является гарантом реализации гражданами России своих прав и свобод. Главный нормативно-правовой акт дает каждому региону возможность сохранять и развивать свои национальные традиции, обычаи, язык, культуру. Чеченская республика в полной мере пользуется данными правами. Первый президент Ахмат Хаджи Кадыров сделал все возможное, чтобы чеченский народ имел все права, которыми наделены россияне. История народа – это самосознание. Ее фальсификация искажает реальность жизни и деятельности национальных героев. В Москве состоялась презентация книги о шейхе Мансуре, первом имаме Кавказа, написанная по имеющимся историческим документам в виде рукописи. О важности понимания действенной силы исторической памяти нашего этноса Турпал Али Тайсумов. Шейх Мансур – первый имам Кавказа. Многочисленные исследования его жизненного пути учеными доказали, что он является чеченцем из поселка Алды. Об этом человеке написано огромное количество книг, художественных и научных. Новый сборник проливает свет на эту значимую для нашего субъекта личность. Чеченская наука, которая
так сказать, представители, которые в основном состоят из потомков тех, кто проливали кровь в различных сражениях, на различных войнах, да, в том числе против Российской империи. Мы этого не скрываем и не пытаемся нивелировать исторические факты. Вот. Мы, тем не менее, как в свое время шейх Мансур, отвечая на вопросы дознавателя, говорил, что ничего против русского народа на самом деле он не имеет. Но посмотрите, например, те данные, где он это говорит, вот эти 12 листов, Александр Вячеславович не даст мне соврать, были вырваны из той части, так сказать, допроса, когда он как раз говорил о русском народе. А в других тоже, так сказать, это оригинальные, там есть и копии, там все говорится так, как надо. Эти 12 листов присутствуют, просто кому-то, видимо, очень было нужно вот нас как раз и ввергнуть в пучину этого противостояния и сделать из шейха Мансура некий идеологический жупел. Авторы книги депутат Госдумы Российской Федерации Адам Делимханов, президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров и российский историк Александр Соколов. При ее написании проводилась трудоемкая работа, которая заняла очень много времени. Здесь очень правильно прозвучали слова, а почему вот Возрождение, почему Мансур, вот имена и так далее. Вот. Он же боролся против империи. Да, но против империи боролся и Иван Болотников боролся, и Емельян Пугачев боролся против империи, и Степан Разин боролся, Владимир Ильич. Вот, и Салават Юлаев боролся против империи. Тут важно совершенно другое. Вот. Не против они боролись, а за. Не за империю, а за свободу, за народ, за его чаяние, за освобождение от гнета. В сборнике около 300 архивных документов. Некоторые выходят в свет впервые. Деятели исторических наук выразили собравшимся авторам слова поздравления за выдающиеся результаты в этом направлении. Это, по их словам, значимый день для всего сообщества. Путь человека от романтика, когда он, зарождалось мусульманство, я имел в виду, и он проповедовал, скажем, азы мусульманства и азы жизни, как он представлял, классической, то есть как красиво и хорошо должны жить. Затем жизнь его заставила стать воином. И он стал воином, настоящим воином во главе определенной группы людей, которые защищали, по их понятию, свободу. На сегодняшний день нет точной информации по месту захоронения останков шейха Мансура. Предположений существует несколько. Одно из самых правдоподобных озвучил президент Академии наук нашего региона. Скорее всего, это был небольшой островок, о котором пишут краеведы, о котором пишут ученые, историки. И на карте этот островок, если не ошибаюсь, он был отмечен. Вот. То есть по течению они могли на этой лодке просто-напросто, не доезжая какое-то расстояние до Преображенской горы, похоронить его. А этот остров был подмыт, и есть свидетельство о том, что из-под него просто-напросто вымывались водой, вымывались гробы, вымывались скелеты и так далее, и так далее. Вот. Пока других более или менее сколько-нибудь проливающих свет на место захоронения шейха Мансура версий нет, и если на то будут высочайшие, так сказать, согласования, то мы с Александром Ростиславовичем хотели бы, сейчас об этом объявляем, скажем, предложить сделать там такое, отвести небольшое место, где стоял бы памятный чурт, посвященный великому деятелю чеченской истории, российской истории, шейху Мансуру Ушурме. Каждый говорил так, как он понимает значение личности шейха Мансура, и все они, и я в том числе, ваш покорный слуга, сошлись на том, что наша с вами задача не обелить или очернить кого-то, а в контексте общей российской истории показать значение тех или иных исторических персонажей, которые свою роль сыграли, да, в становлении государственности российского государства.
Кроме того, на московской презентации книги было отмечено, что чеченская сторона не занимается искажением истории. Вся работа проводилась исключительно по имеющимся историческим документам в виде рукописей. По счастливому стечению обстоятельств они дошли до наших дней. Однако личность шейха Мансура до конца еще не изучена. Поэтому работа будет продолжаться, отметили официальные лица. Турпа Лолита Исумов и Саид Селим Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. Мы должны чтить и помнить этих героев. Ежегодно 15 декабря отмечается День памяти журналистов, отдавших жизни при исполнении служебного долга. В преддверии этой даты Министерство Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации организовало мероприятие с участием родственников наших погибших коллег. Подробности встречи в материале Рамзана Абуева. Сплав мужества и стойкости. История чеченских масс-медиа полна ярких имен и примеров гражданского мужества. Ежегодно 15 декабря в России чествуют журналистов, погибших за свободу слова. В преддверии значимой даты в Грозном прошло памятное мероприятие. Ахмед Дудаев, помощник главы и министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации, подчеркнул: в годы лихолетия эти храбрые духом люди, не думая о своей безопасности, поставив правдивое слово на первое место, боролись за него. Сегодня мы вспоминаем наших мужественных, самоотверженных, героически погибших наших коллег, журналистов, которые погибли в кризисное, сложное для нашего региона время, погибли при исполнении своего профессионального долга. Мы вспоминаем наших коллег, которые остались верны своему долгу, своему слову. Здесь собрались ветераны и сотрудники СМИ, родные и близкие журналистов, погибших при исполнении профессиональной деятельности. Ахмед Дудаев вручил им денежные средства и букеты цветов. После сделали дуа, прося Творца милости в вечном мире для погибших. Ветеран журналистики Сайдхасан Дадаев отметил, что имя каждого всегда будет жить в памяти потомков. СМИ активно освещали трагические события, происходившие на стыке двух тысячелетий. Журналисты работали в нечеловеческих условиях, ежедневно подвергая себе опасности. Один из тех, кто отдал жизнь в этой непростой борьбе за справедливость, корреспондент газеты «Свобода» Ломали Бейтельгареев. Каждый год нас зовут на это мероприятие. И скажу, что бывает очень приятно с одной стороны, с другой стороны становится очень грустно. Потому что мы возвращаемся к этой теме, к этой дате. Понимаю, что они не забыты, и их никогда не забудут. Вот что приятно. А грустно бывает, потому что это был мой отец, и я о нем думаю и вспоминаю каждый день. И когда бывает такое мероприятие каждый год, просто душа начинает разрываться. Этот день напоминает о хрупкости человеческой жизни, но в то же время величие духа, живущего в нем. В центре Грозного установлен памятник в честь погибших журналистов, который символизирует дань уважения к их памяти. Он напоминает об их самоотверженном вкладе в развитие гражданского общества. На монументе выгравирована надпись на чеченском языке. Вместо вас остались ваши слова. С начала 90-х годов на служебном посту погибло около 100 сотрудников различных СМИ, среди которых 26 чеченских журналистов. Эта дата служит напоминанием о талантах, отдавших своей жизни во имя свободы слова. Помним каждого поименно. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Стройплощадки нового района Путина предлагают множество вакантных рабочих мест, которые могут обеспечить стабильный доход. Строительство находится на активном этапе, поэтому любой житель республики имеет возможность трудоустроиться на этом проекте. О доступных вакансиях на территории строящегося комплекса нам расскажет Рамзан Абуев. Рабочие заняты основным элементом будущего здания – фундаментом. Он, к слову, должен быть надежным. Его армирование позволяет равномерно распределить нагрузку по всему объекту. Здесь, на начальном этапе строительства жилого комплекса «Да Винчи» Грозный, заняты более 30 специалистов. Данияр Исмаилов работает в армировочном цехе. В материале никаких проблем нет, техника тоже проблема нет.
в любое время будет здесь. Зарплата это высокая, нормальная, это мы отправим нормальную сумму на Узбекистане. Здесь вообще-то хорошее место этого. Данияр – один из сотен специалистов, занятых в строительстве нового района имени Владимира Путина. Но требуется еще более 2000 человек различных профессий. Заработная плата начинается от 80 тысяч рублей, выше образования при этом не требуется. Работники, находящиеся на объекте ЖК Да Винчи, зарплата у них хорошая, значит, получают от объема выполненной работы. Допустим, на подготовке фундаментной плиты, армирование и всего мы потратили времени в районе месяца. У них расчет идет от залитой кубатуры объема работ. Получилось у них вышло на одного человека по 206 тысяч рублей в месяц. Рабочие места есть не только для строителей, но и в других предприятиях и организациях на самых разных должностях. Однако некоторые просто не хотят трудиться. Вот и говорят о том, что якобы работать негде и зарплаты нет. Это вызывает недоумение, заявлял Рамзан Кадыров на недавнем совещании Кабинета министров. Даже элементарного келля, что районе он, он бьешь специалист бация, бьешь что он халяч, он высшее образование, что на бация, арматур хаузу, вож хаузу, да хаузу, он. Эзернешка бел меткшидас он. 80 тысяч зарплат, ачадо что он. Было бог на баз он. Он, было меткиации, он, худябнинскиации, я он. Човижна аж без работы сахауч, он нен пенсии пособие, он писан гоч, он хауч, аж фолчтеген дона, чундон, беломет гушермэдит. Да Винчи Грозный – один из десятков многоэтажек. В настоящий момент ведется активное строительство. На большинстве объектов завершили подземную часть и сейчас возводятся надземные конструкции. По мере продвижения строительства количество вакансий будет расти. Жилой комплекс, по мнению застройщика, станет новым эталоном комфортного жилья в столице, воплощая современный дизайн и архитектуру. Да Винчи представляет из себя 30-этажный небоскреб в стиле хай-тек. 3 первых этажа у него коммерческие. В жилом комплексе Да Винчи 297 квартир. Это одно из самых высоких, в принципе, зданий в Грозном. Всего несколько объектов выше него. Именно профессиональный строительный персонал. У прорабов там зарплата от 100 тысяч и выше. У начальников участка от 120 тысяч и выше. Нехватка кадров постоянная, так что если кто-то ищет рабочее место, обращайтесь. Так что, я думаю, всегда поможем. Сейчас наиболее востребованы монолитчики и каменщики, а в дальнейшем понадобятся специалисты по отделочным работам, фасадчики и штукатурщики-маляры, а после и инженерным сетям, электрики и сантехники. Рамзан Абуев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. «Наследие народа» – это проект, который ведется совместно с отделением регионального географического общества, департаментом по взаимодействию с религиозными общественными организациями главы правительства Чеченской Республики. О том, чего смогли добиться участники грантов главы региона в 2024 году на тему сохранения исторической памяти и культурных ценностей в следующем сюжете. Чеченское региональное отделение Русского географического общества реализовало проект «Наследие народа». На мероприятии присутствовали руководители и сотрудники научных учреждений Чеченской Республики, почетные гости и участники проекта. В рамках этого года организации, учреждения, министерства, ведомства нашей республики проводят мероприятия, количество их насчитывает более 1000. И в том числе наш институт запланировал мероприятия 19, фактически мы 2-3 раза больше этот план выполнили. Ну и в рамках этих мероприятий, конечно, поскольку это год истории, год памятников исторических, архитектуры, культурного наследия народов Чеченской Республики, конечно, мы уделяем особое внимание это сохранению культурного наследия нашей республики.
В 2024 году на основании распоряжения главы Чеченской Республики проведен конкурс грантов для некоммерческих организаций. Проект реализуется при содействии Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. На заключительном этапе по реализации проекта «Наследие народа» руководитель регионального отделения Русского географического общества Чеченской Республики Саид Эмин Джабраилов поделился планом по реализации проекта. Рассказал, как проводилась работа по исследованию и изучению горных территорий республики. Во время работы по исполнению проекта у нас проводились экспедиции, выезды в горные районы, исследования, изучение горных территорий, беседы с людьми, которые занимаются именно исследованием нашего наследия, материального, нематериального, культурного наследия. Сегодняшнее мероприятие «Наследие гор», «Наследие народа» является итогом нашей работы, проведенной в течение года. И этот проект был организован при содействии Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями в рамках исполнения гранта главы республики Героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова. Представитель Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Ислам Касумов подчеркнул, проект направлен на духовно-нравственное, историческое и патриотическое воспитание. Мы сделали большой акцент на номинации по направлению исторической памяти. При рассматривании конкурсных заявок на конкурс гранта главы Чеченской Республики для некоммерческих организаций в 2024 году. Сегодняшний проект – это итоговое заседание, подведение итогов реализации социально значимого проекта. В целях анализа эффективности и мониторинга деятельности некоммерческих организаций представители департамента и в дальнейшем будут принимать активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации проектов. Оказание грантовой поддержки для некоммерческих организаций позволяет и в дальнейшем обширно обхватывать гражданское общество, эффективнее вовлекать их в общественно-политическую и культурную жизнь республики. Алина Фадеева, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.